На телеканале «Россия» продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре четверг, 17 февраля. Отделение налоговой службы в Чувашии снова возобновили прием граждан, который был временно приостановлен из-за эпидситуации. Правда, попасть к специалисту можно только по предварительной записи. Отмечу, записаться в налоговую можно через интерактивный сервис ФНС на сайте www.oda.налог.ру во вкладке «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Однако, если вам необходимо получить квалифицированную электронную подпись, предварительная запись не требуется. К слову, обратиться в ФНС все так же можно через специальные боксы для приема бумажной корреспонденции, которые расположены в зданиях инспекции. На документах необходимо указать номера контактных телефонов, чтобы специалист смог перезвонить и помочь разобраться в вопросе. Также дистанционно жители Чувашии могут получить ответы на свои вопросы с помощью сайта налоговой службы, где доступны более 70 онлайн-сервисов, отмечают в инспекции. К другим темам. А вы знали, что козье молоко богато витаминами групп А, С, Е, В и Д? К слову, чтобы молоко быстро не портилось, специалисты советуют хранить его в стеклянных бутылках. К тому же это экологично. Кстати, чувашское козье молоко удостоено серебряной медали на международной выставке «Продэкспо». Награду получил сельхозкооператив из Чебоксарского района. Выпускать молоко в стеклянных бутылках фермеры начали совсем недавно, всего год назад. Председатель кооператива признается, он сам вырос на этом молочном продукте, поэтому и решил заняться его производством. Почему в стекле? Потому что это экологично, это вкусно и долго хранится. В планах предприятия поставлять продукцию в другие регионы России, даже за рубеж. В Театре юного зрителя в Чебоксарах состоялась встреча с заслуженной артисткой Республики Башкортостан Рамизой Мухамедшиной. С секретами мастерства она поделилась с хореографами, актерами и студентами Института культуры и искусств. В Чебоксарах Рамиза Мухамедшина не впервые. Признается, чувашский тюз произвел на нее очень приятное впечатление. Во-первых, какое красивое здание. Чувствуется какое огромное вложение, какое, прежде всего, любовь. Любовью все здесь сделано. Сейчас знаменитый балетмейстер принимает участие в постановке нового спектакля «Кукушкины слезы» по произведению чувашского писателя Михаила Юхмы. В творческом багаже хореографа более 200 работ в разных регионах страны. Отрывки из них участникам встречи показали на большом экране. Такие мастер-классы будут проводиться и впредь, говорят организаторы. По просьбе хореографов Рамиза Мухамедшина обещала в ближайшее время провести тренировку по пластике тела. Блины, сжигание чучела. А какие еще традиции вы знаете на Масленицу? Кстати, в этом году праздник пройдет с 28 февраля по 6 марта. А уже сейчас можно поучаствовать в конкурсе «Лучшие масленичные куклы». Для этого необходимо смастерить куклу-чучело высотой от 1 до 2 метров. Она может быть из любого материала, кроме продуктов питания и тех, что представляют опасность. Кроме того, кукла должна быть яркой и симпатичной. Не забудьте об устойчивой подставке, крестовине, шесте для установки в снег или специальной опоре. Работы принимаются в этнопарке «Амазония» в Чебоксарах до 3 марта. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».